Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». Сегодня мы вновь откроем для вас страницы прошлого. Давайте вспомним образ ингушской женщины конца 19-го, начала 20-х веков. А поможет нам в этом наш сегодняшний гость, кандидат исторических наук Танзила Чибиева. Приветствую вас. Здравствуйте. Танзила, мы знаем то, что во все времена традиционный костюм являлся отражением культурной, социальной жизни народа, его мировоззрения. И, погружаясь в прошлое, хочется узнать, что представлял собой все-таки традиционный ингушский образ. Женский имеется в виду, да. Женский традиционный образ, он был, естественно, напрямую привязан к особенностям проживания ингушской женщины. Когда мы говорим о плоскостной части времени проживания, то это была, собственно, одна специфика. Когда жизнь складывалась в условиях горной местности, соответственно, костюм требовал немножко адаптации под климатические условия и географическую среду. Ну и по национальному костюму, здесь не принципиально, берем ли мы ингушский национальный костюм или любой другой этнический костюм, это всегда, ну, скажем, такая презентация местной специфики флоры и фауны. То есть речь идет о том, из чего изготавливался костюм, то есть что выступало в качестве основного материала, текстиль имеется в виду, и какие орнаментальные решения приобретал вот этот внешний облик костюма. Если мы говорим о женском костюме, то, безусловно, это было одеяние, которое должно было быть, с одной стороны, практично, потому что жизнь горянки была тесно связана с бытом. Праздные мероприятия приходились исключительно там на осенний период, если, конечно, каких-то экстремальных условий не намечалось. И одежда должна была быть адаптирована под достаточно активную вот эту деятельность женской половины семьи. Речь идет о том, что это ведение скотоводства, ведение животноводства, это, соответственно, ведение домашнего хозяйства, быта. Поэтому костюм мы делим, как правило, на две категории. Один – это национальный костюм, ну, собственно, приобретаемый в условиях бытовой культуры и повседневности своей, а второй костюм это будет праздничный костюм, который, конечно, резко отличался тем, что он был такой ряженый, соответственно, имел какие-то более, скажем, эффектные специфики. Это текстиль более дорогого характера, естественно, какие-то элементы декоративной составляющей, и это была отличительная черта. Но главное, на чем сделана была акцентная ставка, это, конечно, максимально закрытый костюм, где оголенных частей тела как бы не предусматривалось. Наличие головного убора, который характеризовало, соответственно, тоже статус женщины, будь она замужняя, незамужняя, там, допустим, и так далее, вдова, это тоже как бы определялось по принципу специфики головного убора и выбора цветовой гаммы. И, соответственно, декоративные элементы, понятное дело, что тот национальный костюм, который мы с вами видим условно в свадебной современной традиции или в той, которую мы видим, там, не знаю, там, условно, национальных танцах, тот костюм был не повседневного характера. То есть металлический пояс серебряный, нагрудник, это все элементы, которые относятся к более праздному, парадному, такому, как говорится, характеру. Поэтому повседневные традиции это были весьма практичные элементы части, то есть это платье, либо это была такая, значит, достаточно широкая рубаха, и где-то иногда прослеживается, что называется, шаровары. Почему? Потому что ведение сельского хозяйства, конечно, удобно, когда у тебя максимально закрытая и более комфортная, гибкая такая, в общем-то, одежда. Это позволяло виртуозно справляться одновременно с нескольким функционалом. Но, тем не менее, одежда должна была быть всегда аккуратной, чистой, потому что ингуши прекрасно знают, что в традициях гостеприимства гость всегда является персоной неожиданной. И встретить его нужно всегда не только с пышным застольем, но также, соответственно, внешнему характеру. Поэтому чистоплотность, она проявлялась в том числе, как выглядит женщина, насколько аккуратно повязан платок, насколько собраны волосы, насколько ее одеяние будет чистым, опрятным и так далее. То есть вот эта готовность всегда встретить гостя, она в том числе отражалась в том, в чем его встречали. То есть не только его гости встречают по одежке, но и в том, как его встречают, то есть в чем будет, там, допустим, мужчина и женщина
как хозяева этого дома. Точно так же, как если мы говорим о мужском костюме, обязательно наличие пояса, головного убора, да, то есть мужчина и женщина действительно должны были быть совершенно собранными, потому что неожиданные моменты могут возникнуть, как говорится, совершенно спонтанно. Да, гости не предупреждали, они приезжали внезапно, в принципе, как и сейчас у нас. Интересно узнать, где отшивалась одежда? Ну, нужно понимать, что конец XIX века и начало XX века – это уже активное проникновение. Мы не забываем о том, что Кавказ, он очень полиэтничен, и, соответственно, где-то было более развито ткачество, например, да, где-то в меньшей степени. Очень популярна была шерсть, например, да, то есть крапива, в том числе, использовалась для изготовления текстиля. И где-то это происходило в условиях домашних, соответственно, ну, мы опять не забываем, если мы читаем источники XIX века, описание быта и жизнедеятельности женщины, то одно из главных ее качеств было и заключалось в том, что она должна была уметь шить, Да, вышивать. да. Поэтому зачастую, конечно, особенно то, что было связано с домашней, обычной, повседневной одеждой, это могло изготавливаться дома. Но были, конечно, мастерицы, которые, в общем-то, славились на весь край и регион тем, что они могли шить прекрасные наряды, и к ним нередко обращались с определенным заказом. Но опять-таки нужно понимать, что для этого нужно было иметь в наличии текстиль, ткани, и закупка это происходила на плоскости, там, где разворачивались так называемые рынки и базары, ну и где, собственно, проходили те самые торговые пути, которые обменивали свой товар, достаточно такую роскошную ткань. Почему у нас появляется бархат и шелк? Не потому что его изготавливают здесь, в местности, да, потому что это завозной текстиль. И это приобреталось, либо обменивалось на какие-то другие предметы, назовем это так, натуральный обмен, и потом это становилось большой ценностью, из чего изготавливаю в последующем, соответственно, различные предметы одежды. Собственно, если вы обратите внимание на тот же самый Курхарс, который был обнаружен еще в разрушенном склепе, да, в Цоре, то там использованы очень-очень дорогие на тот временной промежуток ткани, текстиль, который, безусловно, был не местного производства, а завозной. Значит, связи и контакты с другими культурами, с другими экономическими, скажем так, составляющими были здесь достаточно активны. Чем дополнялся образ в основном? Какие украшения использовали, носили наши женщины в тот период? Вы знаете, удивительно, но любовь к украшениям, неважно какого характера, будь это какие-нибудь эксклюзивные украшения, либо украшения, которые могли носить такой достаточно примитивный характер, были у ингушек всегда. Об этом свидетельствуют различные археологические находки, которые демонстрируют нам большое разнообразие украшений, начиная от браслетов, колец, височных украшений, значит, сережек, колье, причем мне встречалось, и мне в этом году презентовали замечательный такой подарок. Это кораллы, достаточно специфический, как вы знаете, камень для нашей местности, но он тоже был здесь обнаружен и изготавливался колье из таких вот, собственно, диковинных камней, которые сюда попадали явно из вот этих вот, собственно, торговых путей, которые проходили через Центральный Кавказ. И тяготение к украшениям было вызвано тем, чтобы дополнить основной образ, потому что цветовая гамма костюма, она была в среднем не сильно пестрая, да, соответственно, любое украшение, оно дополняло, создавало некий такой дорогой, наверное, образ в зависимости от качества, изготовления, от местности производства, что называется, поэтому здесь и местное ремесло было очень популярное, ювелирное, но и очень много было завозного, да. Но следы, значит, археологических изысканий, которые были даже, условно, если мы берем с вами современное расположение Магаса, свидетельствует о том, что тяготение к украшениям было широко распространенным в женской среде. Что касается свадебного образа, пояс, головной убор, шапочка, как они украшались, какие камни использовались, было ли что-то, что отличало именно наш образ от образов других народов? Самое первое, что нужно отметить, что эти элементы, которые вы упомянули, они, во-первых, передавались из поколения в поколение. Вот ценность таких элементов декоративных, которые условно могут выступать в качестве пояса, нагрудника, допустим, даже какого-нибудь родового кольца, это все является, ну, скажем,
скажем так, дополняется содержанием в том случае, если это передается из поколения в поколение. К примеру, мой свадебный образ предполагал наличие нагрудника, который, ну, принадлежал моей еще прабабушке, то есть он привезен был из Казахстана, да, то есть его сохранили в условиях даже депортации. Да, он выглядел примитивно, не то роскошество, которое нам известно сегодня, потому что мастера, конечно, очень много добавляют фантазии, но для того периода и для того времени это была роскошь. Нагрудник, естественно, изготовлен из серебра, то есть если его привести в порядок с течением времени, вот это наслоение все, скажем так, очистить, то он потрясающе выглядит. Ну а раритетность ему придают камни, которые вкрапляются в каждую застежку, в том числе, когда речь идет о поясных частях. И здесь нужно обратить внимание, что очень часто это были камни, чаще всего такого красного гранатового характера. То есть это гранат, и где-то даже прослеживается рубин. И в этом смысле это отличительная черта. То есть наиболее древние, ну, условно, мы если берем с вами там, периода 18-го, даже где-то 17 веков, передача из поколения в поколение таких элементов придавала еще больший шарм, как говорится, декоративному украшению национального костюма. Поэтому вот эта особенность. Плюс ко всему мы не забываем орнаментальный характер. Любой орнамент любого народа адаптирован под местную флору и фауну. Соответственно, даже обращая внимание на то, какие мы видим здесь рисунки, изображения, орнаменты, мы могли четко определить, к какой территории, местности и культуре относится то или иное декоративное украшение. А вот что касается цветовой гаммы, чем это было обусловлено? Ну, нужно понимать, во-первых, что, конечно, предпочтение было более светлым тонам. Почему? Потому что... Вот сегодня это белый, да? Сегодня это в основном белый, да. бежевый. Редко ты встретишь девушку в каком-то ярком. Да, в чем-то ярком. Бордовый, зеленый, фиолетовый. Тем не менее, какой-то интерес к этому уже обнаруживается. То есть я вижу, что есть некое предпочтение добавить цветовую гамму, потому что, например, тот бархат, который попадал по торговым путям сюда, на Центральный Кавказ, он, естественно, носил характер цветовой, либо это цвет бордовый, ближе к красному, да, такому ярко выраженному, либо это зеленый цвет на стыке с фиолетовым, либо это темные оттенки. Почему? Потому что вот верхний наряд, он предполагал, что ты перемещаешься не по сильно, скажем так, асфальтированной зоне, мы понимаем, что это все поздний период, и все могло это, естественно, подвергаться какому-нибудь такому не очень хорошему характеру, да, то есть запачкать, замарать и так далее. Чтобы этого избежать, верхний наряд, поскольку любое национальное платье Кавказа, оно состоит из двух основных частей. Это внутренняя часть платья, да, полностью закрытого характера, и верхний это такой халатообразный, да, что называется, образная накидка. И она чаще всего предполагала темные оттенки. Но и на контрасте со светлыми это выглядело, конечно, роскошно. И верхняя часть, она как раз и приобретала вот эти очертания орнаментальных рисунков, то есть это наиболее богатая часть костюма, потому что визуально мы на нее сначала обращаем внимание, и только потом на внутреннее содержание этого костюма. Ну и, соответственно, оттенки предпочтительные были темные, но в последующем, если мы берем с вами начало 20 века и уже вторую половину 20 века, предпочтение идет цвету айвори. Айвори – это такой цвет слоновой кости, молочный, он более считается, ну скажем, таким благородным. Белый цвет ближе к голубизне, он считается очень примитивным, таким простым, и его стараются исключать. Даже сегодня наши ингушские дизайнеры, когда создают свадебные образы, предлагают невестам, да, цвет айвори, потому что он очень красиво оттеняет цвет кожи и многое другое, выглядит гораздо благороднее. Но это выбор каждого. В тот период эта цветовая гамма была наиболее предпочтительна, да. Тандила, а вот что касается процесса завязывания платка. Известно то, что девушка незамужняя и девушка замужняя завязывала его по-разному. В чем было отличие? Но если мы берем фактор замужней, прежде всего, конечно, волосы максимально закрывали. Почему? Потому что замужняя женщина – это женщина, которая, ну, 90% проводит своего времени в быту, она встречает гостей, занимается домашними бытовыми вопросами. Соответственно, даже элементарная готовка предполагала, что волосы всегда находятся в каком состоянии? Полностью скрытом. Почему это делать? Чтобы, ну, соответственно, готовка исключала всякое вот это вот иногороднее попадание. Это сейчас тоже,
кстати, практикуется, то есть предполагается, что так же, как и любой повар, он должен максимально закрыть, скажем так, свой волосяной покров головной для того, чтобы избежать какого-то попадания. То же самое было всегда в культуре замужних женщин. Если мы говорим о незамужних женщинах, девушках в данном случае, то тут, конечно, присутствие кос длинных, потому что волосы являлись особой ценностью, и одновременно с этим считалось, что эту ценность надо скрывать. Это делалось не просто так, поскольку период переходный от народных религиозных воззрений к исламской традиции, хотя в исламской традиции, вы тоже знаете, предполагается, что все-таки волосы должны быть прикрыты, считалось, что именно эта часть наиболее уязвима, да, вот когда речь идет о потусторонних силах. Поэтому прикрывались волосы, косы. Длинная коса считалась одним из самых ярких элементов понятия красоты ингушской женщины. Поэтому, когда мы видим с вами раритетные фотографии той эпохи, особенно начала 20 века, то мы обнаруживаем, что это длинные косы, закрытый головной убор, имеется в виду, это шаль чаще всего встречается, потому что эта фотография предполагалась все-таки парадный наряд, парадное одеяние. Ну а женщины, причем неважно, если мы берем это с вами период конца 19 века в зарисовках, то чаще всего прям полностью закрывали волосы и прятали их даже в переднюю часть, потому что был специальный головной убор для удобства ношения в повседневной своей практике. Праздные мероприятия – это уже другой характер, головной убор меняется, то есть это какой-нибудь тот самый головной убор в виде мешочка, да, что называется, или такого тюрбана с небольшой частью, куда прятались волосы, он сменяется на какую-нибудь дорогую шаль. Иногда предполагалось, что это может быть одновременно два головных убора, то есть внутренний вот этот мешокообразный, как говорится, головной убор, и сверху такая богатая, роскошная шаль с наличием орнамента или какой-нибудь потрясающей вязки. Но это опять случай с женщинами. Чем более в преклонном возрасте женщина, тем более закрытый образ она тем самым демонстрировала. То есть уже считалось неприличным оголять, если это так можно выразиться, свою голову. Девушек более позднего периода, если мы с вами берем, например, первую половину 20 века, это период очень сложный, он вызван событиями депортации, и здесь уже не стоял вопрос, в чем ходить, как выглядеть и так далее. Единственное, прослеживалось стремление сохранения визуального, да, то есть скромности, сдержанности и так далее. Это проявлялось в том числе в закрытом типе одежды. Но это никак не накладывается на вот эту традицию мусульманскую. Это в основном, конечно, адатная традиция, обычного права, где женщине не стоило привлекать к себе внимание. Праздные мероприятия – это уже другой характер. То есть там две косы, например, у девушки – это все-таки демонстрация того, что она является незамужней, она свободная. Вот. Сегодня уже настолько это все трансформировалось, что сегодня головной убор – это может быть и полная косынка, и так называемый хиджаб, и это может быть полоска, и невозможно определить, девушка замужем, не замужем, там, и так далее, и так далее. Другое, когда мы говорим о статусе женщины, когда она вдова, да, тут понятное дело, что в ингушской очень консервативной культуре до определенного периода времени считалось, что основной ее образ должен быть, естественно, траурным. Если, конечно, что-то не происходит, когда она меняет свой социальный статус, да, то есть переходит, возвращается в семью, заключает там еще один брак, это уже другая история. Если она остается в семье, в которой она была в браке, где ее супруг, собственно, там, допустим, скончался, траур она несет на протяжении всей своей жизни. Был ли какой-то элемент, будь то в повседневной одежде или в свадебном образе, который отличал традиционный ингушский наряд от других народов? То есть вот, чтобы можно было посмотреть, увидеть этот элемент и понять, вот передо мной ингушка. Ну, во-первых, начнем с того, что некоторые культуры, которые носят кочевой характер, оказались на территории Центрального Кавказа, они по своим, как кочевая культура, естественно, у них национальный костюм как таковой отсутствует. Это была очень примитивная одежда, та, которая удобна в условиях, когда человек перемещается на постоянной основе. Когда эти культуры начали оседать на территории Центрального Кавказа, в итоге стали нашими соседями, скажем так, они перенимают то, что рядом расположено. И получается, что сегодня мы это как расцениваем, что в 20 веке, значит, однотипность костюма, переходящая от северо-восточного Кавказа к северо-западному Кавказу, или наоборот, как
как сегодня утверждают там, условно, историки и так далее. Но была цепная реакция. Сейчас я объясню, почему очень сложно обозначать какие-то индивидуальные черты. Люди перемещались, люди мигрировали, люди контактировали друг с другом. Вот так же, как это сегодня происходит, мы сегодня говорим, что это интернет и глобализация. Да? Мы видим на рынке определенную тенденцию в моде, и мы все тяготеем к тому, чтобы не отставать от этой моды. То же самое было в период 19 и 20 веков, когда разворачивалась какая-то торговая деятельность, и предметы из северо-западного Кавказа оказывались на территории северо-восточного и наоборот. Поэтому северо-кавказский костюм, он имеет общие тенденции, внешние характеристики. Но при этом нужно понимать, что будут и различия. Почему я упомянула кочевые культуры? Потому что, находясь в тесной связи, допустим, с аборигенным населением, они перенимают вот этот вот характер. Сегодня практически невозможно отличить там ингушский и осетинский костюм, потому что одна культура переняла от аборигенной культуры вот эти основные характеристики. То же самое касается орнамента, соответственно, тоже касается элементов. Но если мы поднимаем архивные материалы, и, допустим, те же самые исследователи Института этнологии и этнографии в результате своих там, этнографических изысканий очень четко это описывают, что наиболее богатый костюм, будь то свадебный и состоящий из многочисленных элементов, а многочисленные элементы свидетельствуют о чем? О том, что это не примитивно, это содержательно. Каждый элемент играет какой-то функционал. Он прослеживается на территории Центрального Кавказа, там, где проживали ингуши, галгаи. И далее этот элемент начинает кочевать рядом с соседствующими этносами. Поэтому мы, если берем с вами условно, скажем, особенность ингушского костюма, то начиная от нагрудника, заканчивая тем самым поясом, значит, изготовление головного убора. Вот опять-таки нигде не встречается головной убор, так называемый курхарс, который известен нам в результате находок, реализованных на территории Горной Ингушетии. Да? Это одна из самых специфических, неординарных, особенных, скажем так, характеристик головного убора. Нигде он больше здесь не прослеживается. Начиная от элементов этого головного убора, где расположен этот солярный знак, символ солнца, или тот же самый нагрудник. Если вы в курсе, то нагрудник имеет свой такой, назовем его языческий, но функционал, потому что это часть, которая считается частью, где расположено и сердце, и душа. И чтобы оно было в меньшей степени уязвимо, это все надо что сделать? Закрыть от постороннего взгляда. Поэтому вот это вот подобие скелетной части, да, то есть вот этих, собственно, назовем их так, позвонки грудной клетки, они как бы тавтологичны этому нагруднику, и это закрывает ту часть, которая является наиболее, ну, скажем так, щепетильной, да, уязвимой. Опять, ну и количество вот этих вот крючков тоже имеет символическое значение. А с другой стороны, интересно такой факт, что это же фактически пуговицы. И во всех культурах мира пуговицы появляются тогда, когда человек начинает чего-то бояться. Какой-то, допустим, там, тотемизма, анимизма, фетишизма и прочих религиозных вот этих вот особенностей. Угрозы злых духов, в последующих джиннов, шайтанов и так далее, и так далее. Это начинает сменяться одно с другое в зависимости от религиозных воззрений. Слово «пуговица» происходит от слова «пугать», «отпугивать». То есть это был символ, который помечался на той части, которая воспринималась как наиболее щепетильная. И когда мы видим нагрудник, эти крючки, которые один на другой накладываются, это, собственно, тот же самый функционал чего? Пуговиц. Но они должны были и отпугивать, и защищать. Поэтому на Центральном Кавказе это четкое, ну, скажем так, воспроизводство религиозных представлений. Да? Ну, а, собственно, ремень, это желание подчеркнуть талию, считалось очень и очень неприемлемым, некрасивым, неэстетичным и неправильным, если и у мужчины, и у женщины талия не соответствовала сложившимся традиционным взглядам. Она должна была быть тонкой. И это свидетельство сдержанности, выдержки, значит, такого умеренности, естественной и так далее, и так далее. И этим тоже выделялись ингуши в определенный период. Поэтому мы знаем, что пояс он металлический,
его особо не растянуть, соответственно, нужно было быть адаптирован вот под те ограничения, которые он сам с собой представлял. То же самое мы сегодня с вами видим, хотя сегодня, конечно, какие-то элементы добавляются, чтобы подогнать под определенную фигуру, но жизнь и быт ингушской женщины всегда был очень тяжелый, очень кропотливый, очень, скажем так, многогранный. По этой причине тучных женщин редко можно было бы встретить. Об этом писали многие путешественники и исследователи нашего края. Поэтому тонкая талия, стройная фигура, такой, знаете, ярко выраженный стан и у мужчин, и у женщин — это одна из самых часто прослеживаемых антропологических характеристик, которые встречаются у нас в описании народа. Мне кажется, иначе быть и не могло, учитывая, сколько времени ингушская женщина проводила на ногах. Касаемо обуви, она наверняка, да, должна была быть удобной. Вот чем она отличалась от выходной парадной и повседневной? Тоже интересный момент, потому что повседневная обувь предполагала, что человек должен был всегда быть на ногах, причем в разной местности предполагалось, что обувь должна быть адаптирована под плоскостную часть либо горную часть. Когда вы перемещаетесь по скалам горной местности, где присутствует большое количество неровностей и опасностей в виде колючек, цветений, каких-нибудь растений, которые могут нанести, конечно, там определенные увечья, предполагалось, что обувь либо в зимний период она закрытая, да, то есть так, чтобы, перемещаясь по высокорослой траве, можно было бы избежать вот этих вот, как говорится, некомфортных физических моментов. Всегда изготавливалась из кожи, потому что она была более мягкая, гибкая, адаптированная, она поддавалась вот этим вот трансформациям и климатическим и так далее, сохраняла прекрасно температуру. Внутри это могло быть определенное наполнение. Наполнение чаще всего состояло из либо шерсти, соответственно, то же самое, кстати, для того, чтобы форма акурхар содержалась более устойчиво, тоже предполагалось определенное наполнение. Это делалось для чего? Для придания формы и для того, чтобы кожа просто не прилегала к коже человека, соответственно, от этого комфорта, конечно, мы не обнаружили бы. Вот эта вот подошва, она должна была быть максимально плотной, но при этом гибкой, потому что перемещение по труднодоступным местам это было частой повседневной практикой. Ну и, конечно, изменения от температуры и климата, имеется в виду, когда это какие-нибудь осадки, тоже ноги должны были быть максимально, что в этом смысле в безопасности. Ну, а в качестве праздной обуви, это была обувь, естественно, опять-таки изготавливаемая из кожи и чаще всего с каким-нибудь дополнительным декоративным украшением. Либо это могли быть специальные ремешки, либо это могли быть специальная орнаментальная вышивка и так далее, и так далее. То есть, понятное дело, что в повседневной практике в этом не было необходимости. Но, опять-таки, не сильное и большое внимание уделялось обуви. Почему? Потому что она была закрыта, и наряд был длинный, и повседневный, и не повседневный, поэтому такой акцентной ставки на это не делалось. Но вот когда на территории плоскостной части появляются кочевые культуры, их, соответственно, обувь, она носила свой какой-то специфический характер, и это начинает примыкать. То есть используется вышивка дополнительно какими-то золотыми нитями, используются ткани, например, там бархатные вставки, замшевые, назовем их так, вставки, и обувь начинает эволюционизировать в этом смысле для того, чтобы приобретать какой-нибудь более роскошный характер. Опять-таки, это будет праздная обувь. Танзила, благодарим вас за то, что вы пришли, за увлекательный рассказ. Желаем вам успеха в вашей работе. Спасибо. С вами были архивы памяти, вечные главы истории ингушского народа. До новых встреч!